По этим флажкам, установленными на гольфкарах и арабской речи юных пассажиров, сразу становится ясно: по столице едут дети Палестины. Прохожие такому трафику радуются, уступают дорогу и снимают на мобильные телефоны. Несмотря на ужасы геноцида, который им пришлось пережить, дети радуются, смеются и веселятся с присущим им задором. Ингушетия для них стала вторым домом, сосредоточием заботы, сочувствия и понимания. Электрокары вместили максимальное количество пассажиров. Маршрут экскурсии стартовал со здания столичной мэрии. Первая остановка у бюста советского археолога и историка, доктора исторических наук Евгения Крупнова. Детям рассказывают о выдающейся личности ученого. Евгений Геннадьевич Крупнов – один из основоположников современной научной истории. Максимальной скорости гольфкаров, они разгоняются до 25 км в час, хватило, чтобы меньше чем за минуту оказаться перед зданием администрации главы региона. На центральном проспекте имени Идриса Зязикова открывается вид на главные административные здания, площадь Согласия и башню Алания. Палестинские дети в Магасе уже не впервые. Многие достопримечательности им знакомы, но, как рассказывают сами, интереса с каждым разом не убавляется. Экскурсия приурочена к Международному дню защиты детей и организована фондом КДЛ, Домом молодежных организаций и Центром культуры, спорта и туризма Магаса. Достаточно скромно, но тем не менее очень важным вкладом в дело защиты права, законного защищенного права детей, независимо от национальности, вероисповедования, на счастливое детство, на приятное воспоминание, на доброе воспоминание. Поэтому считаем должным и местом сегодня вот такое организовать, провести отношения детей. История праздника «День защиты детей» берет начало с 1949 года, когда в Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных деток, где проводилась конференция по вопросам благополучия детей. И уже в следующем году, 1 июня, впервые был проведен праздник, который состоялся и сегодня. Адам Мережков, Алисхан Гаравожев, Магас, 24.